Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вначале об основных темах этого выпуска. Ситуация по запасам продовольственных товаров стабильная. Свыше 230 вагонов с продуктами и другими социально значимыми товарами прибыли на станцию Нижний Бестях. Традиционная отрасль и особая гордость якутян. Глава республики поздравил тружеников, ветеранов и ученых с Днем коневода-табунщика. Дальнейшее развитие инфраструктуры и создание глэмпинг-зон. Для российских и китайских туристов в следующем году планируют запустить новый арктический маршрут. Предактивные стандарты здоровья-сбережения. В столице республики стартовала конференция «Персонализированная и социальная профилактика. Путь к интеграции». Впереди всероссийские и внутрирегиональные соревнования. Санкции, наложенные на Россию, не повлияют на спортивную жизнь Якутии. Свыше 230 вагонов с продуктами и другими социально значимыми товарами прибыли на станцию Нижний Бестях. Об этом сообщил зампредседателя правительства Якутии Михаил Никифоров. По словам вице-премьера, ситуация по запасам продовольственных товаров в Якутии стабильная. Без учета прибывших по железной дороге продтоваров запасы по муке составляют в розничной торговле 42 дня, подсолнечному маслу в розничной торговле 67 дней, в оптовой 81 день. По гречневой крупе в розничной торговле 70 дней, а в оптовой 95 дней. На 20 марта хотел бы отметить, что на станции Нижний Бестях выгружено 103 вагона. Здесь бы хотел бы добавить, что в пути у нас все равно находится более 2000 вагонов. Они каждый день отслеживаются. Ежедневно на станции Нижний Бестях порядка 100-105 вагонов выгружаются. И они отслеживаются и контролируются. На сегодня остаток невыгруженных вагонов в станции Нижний Бестях 135 вагонов. В Якутии будут выделены дополнительные средства на лекарственное обеспечение и выплаты семьям с детьми. Приняты дополнительные решения к первоочередным мерам поддержки в ходе заседания оперативного штаба по обеспечению экономического развития республики под руководством главы Якутии. Из бюджета республики на создание резерва лекарственных препаратов на лечение орфанных заболеваний будет выделен 231 миллион рублей. Кроме того, решено выделить 412 миллионов рублей на софинансирование ежемесячных социальных пособий для детей от 8 до 16 лет. Это позволит привлечь из федерального бюджета порядка 6 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Айсен Николаев поручил ускорить модернизацию общественного транспорта Якутска. Сегодня на совещании главе Якутии представили дорожную карту по комплексной модернизации системы общественных пассажирских перевозок в Якутске. Над проектом работали региональный Минтранс, Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий вместе с городскими властями. По итогам совещания глава республики поручил профильным структурам правительства и городским властям сформировать проектную команду, перед которой должны быть поставлены четкие задачи по поэтапной реализации проекта. День коневода-табунщика отмечается сегодня. От имени руководства республики, тружеников, ветеранов и ученых отрасли табунного коневодства поздравил Айсен Николаев. Табунное коневодство – это наша традиционная отрасль и особая гордость якутян. С культом лошади связано многое в обрядах якутского народа и в якутской мифологии. А по поголовью лошадей наша республика занимает первое место не только на Дальнем Востоке, но и среди всех субъектов России. Сегодня численность лошадей во всех категориях хозяйства республики насчитывает около 182 тысяч, отметил глава Якутии. Между тем, 18 коневодческих хозяйств региона получат по 3 миллиона рублей. Средства смогут направить на строительство конебаз. Сертификаты вручат во время проведения республиканского мероприятия «День коневода-табунщика» в Нюрбинском районе сегодня и завтра. Всего на рассмотрение комиссии поступило 82 заявки от хозяйств из 20 улусов и Якутска. Запуск нового арктического маршрута до мыса Пакса для российских и китайских туристов планируется в следующем году. С таким предложением выступил видеоблогер и путешественник Богдан Булычев, чья экспедиция на днях добралась на стоковых автомобилях до самой северной континентальной точки Якутии. По возвращении блогер встретился с Айсеном Николаевым, который поддержал инициативу путешественника. По поручению главы решается вопрос очистки мыса Пакса по проекту «Чистая Арктика», установление там стелы с информацией о точке
точки. В ближайшие годы рассмотрят вопросы привлечения инвестиций, дальнейшего развития инфраструктуры на территориях, прохождения маршрута и создания глэмпинг-зон. Для этого мы доехали до самой северной точки Якутии и Дальнего Востока, оценили потенциал, проверили наличие инфраструктуры и возможность приема туристов. В принципе, все для этого есть еще что развивать, но для того, чтобы сделать первые туры, уже достаточно инфраструктуры и, в принципе, сервис может принять первых туристов. Мы планируем это сделать на следующий год, привести сюда первую группу китайских туристов и, собственно, показать им это уникальное место, мыс Пакса, самую северную точку Якутии и Дальнего Востока, континентальную. Делегации России и Украины планируют возобновить переговоры сегодня, 21 марта. Возобновление переговоров официальных делегаций России и Украины в режиме онлайн планируется сегодня. Первый раунд диалога России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. После этого стороны встречались 3 марта в Беловежской пуще и 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталии состоялись консультации глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящее время переговорщики продолжают контактировать в режиме видеосвязи. Банк России пока оставляет ключевую ставку на рекордном за всю ее историю уровне. Центробанк ждет масштабную и структурную перестройку экономики, и де-факто она уже началась. Неизбежно будут идти вверх и цены. Свести их рост к минимуму Банк России ожидает не раньше, чем через 2 года. Средние ставки по банковским вкладам пока будут соответствовать уровню ключевой ставки и, вероятно, покрывать будущий уровень инфляции. Банк России сохранил ключевую ставку в 20%. Это уровень, до которого он экстренно повысил ее 28 февраля. Что мы имеем сегодня? Банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Мы предоставляем банкам необходимые средства в полном объеме. На пике объем предоставленной ликвидности достигал 10 триллионов рублей. Возникший в начале марта структурный дефицит ликвидности в размере 7 триллионов рублей сократился к настоящему времени более чем вдвое. В конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние 2 недели эти деньги возвращаются на срочные вклады. Повышение ставки сыграло в этом ключевую роль. Конкретные прогнозы по инфляции Банк России пока не называет. По оценке Минэкономразвития, годовой уровень прироста цен на 11 марта составлял 12,5%. Инфляция в этом году и, скорее всего, в следующем будет выше прежних оценок. По оценке Банка России, в ближайшие кварталы предсказуемо произойдет снижение ВВП. Оно в основном будет связано с факторами на стороне предложения. Одна из самых масштабных акций в поддержку Донецкой и Луганской народных республик и в знак одобрения политики президента России Владимира Путина прошла в Ленске. Автопробег был организован Общественным советом Ленского района. Колонна была численностью свыше 100 машин. Более 400 ленчан выехали на дороге Ленска. Участие в автопробеге приняла и Анна Кожевникова. Своих не бросаем. В Ленске проходит автопробег в поддержку Луганской и Донецкой народных республик. Около 100 машин собрались в колонны и передвигаются по центральным улицам города Ленска. Ленчане собрались с семьями, украсили свои автомобили флагами и специальной атрибутикой. Организаторами такой массовой акции стал Общественный совет Ленского района. Накануне мероприятия в соцсетях распространили видеоролик, где была четко обозначена цель и указаны контакты для желающих принять участие. Акция эта проводится в поддержку политики нашего государства, если в общих чертах, и это в поддержку того, что происходит сейчас на Украине. После старта уже насчитывалось свыше 100 машин. Всех участников собрали возле магазина «Мастер Плюс», где председатель общественного совета провел подробный инструктаж. Всем желающим выдали флаги. Честно, если говоря, мы не ожидали, что будет такая массовость, что столько людей проявят свою гражданскую позицию. Участники акции все как один были настроены позитивно и патриотически. Думаю, что эта акция поможет россиянам воспрять духом, вспомнить о том, что такое патриотизм, что такое Родина, что ее нужно любить и защищать. Все же мы видим новости, смотрим, да, мы очень переживаем, что гибнут дети, женщины, ну ни в чем не винные, да.
Поэтому своих не бросаем. Надеюсь, что все будет хорошо. Колонна автомобилистов начала свой путь с улицы Заозерной, сделала круг почета по Первомайской и одной из самых протяженных улицы Чапаева, вернувшись в центр через улицу Ленина. Конечная точка – микрорайон Алроса. Здесь развернулась полевая кухня, где все участники могли отведать армейской каши на выбор, гречку или перловку с мясом и горячий сладкий чай. Ну, очень массовое мероприятие получилось. Честно, мы не первый раз участвуем в пробегах, и первый раз такое массовое. Поддерживаем полностью наши действия по освобождению. Ну и, естественно, при необходимости примем максимально активное участие в поддержку. Ну, включая и физическое присутствие, если надо будет. Порадовало организаторов и то, что ленчане принимали участие с семьями, привлекая детей, воспитывая в них чувство патриотизма. Хотелось бы сказать еще слово благодарности матерям, которые воспитали вот действительно таких парней, которые сейчас там воюют, за то, чтобы мы сегодня, наши дети, мирно спали. Чтобы не гибли мирные люди в Донбассе. Это наш святой долг — воспитывать в детях чувство патриотизма за нашу Родину. Автопробег завершился флешмобом. Напротив микрорайона Алроса машины выстроились в виде букв В и З, которые стали в последнее время символом во всех акциях в поддержку спецоперации на Украине. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Санкции, наложенные на Россию, не повлияют на спортивную жизнь Якутии. Несмотря на то, что многие международные соревнования для наших спортсменов сегодня под запретом, тренировки идут полным ходом. Впереди всероссийские и внутрирегиональные соревнования, которых станет намного больше. Ульяна Шагина продолжит тему. Из-за санкций многие международные соревнования уже отменены, но для российских спортсменов это не проблема, так как федеральных и республиканских соревнований ожидается вдвое больше. Не поедет, скорее всего, в июне во Францию и легкоатлетка Виктория Петрова. Там запланированы международные старты. Олимпийский комитет молчит, и официального отказа пока не было. Так что тренировочный процесс идет по плану. Но мы не отчаиваемся и продолжаем тренировки в обычном режиме, как было задумано. У нас все равно российские старты будут. В апреле месяце в Сочи пройдут все российские соревнования по метанию. И летом, в июне, чемпионат России этого года пройдет в Чебоксарах. Тренер ребят оценивает настроение своих подопечных на троечку. Оно и понятно, ведь многие готовились к международным соревнованиям еще с прошлого года. И, конечно, сейчас на данный момент для всех спортсменов, наверное, да, очень тяжелая ситуация, потому что и непонятно, куда мы движемся, и на какой старт мы готовимся. Если мы в перспективе видели там паралимпийские игры, чемпионаты мира, то этого, возможно, и даже и не будет, что самый высокий старт у нас будет чемпионат России, да? Вольная борьба – один из популярных видов спорта в Якутии. К сожалению, санкции коснулись и якутских борцов. Так, Виктор Рассадин, являющийся членом сборной команды России, не сможет поехать в конце марта на чемпионат Европы по вольной борьбе в Будапешт. Региональное министерство по физической культуре и спорту сегодня адаптируется к новым реалиям и оттачивает мастерство своих спортсменов для участия в федеральных соревнованиях. Соревнования, они уже очень активно проводятся. Да. Еженедельно наши спортсмены, начиная от юноши, юниоры и взрослые, выезжают. Вот буквально наши кикбоксеры выехали на чемпионат России, да, и чемпионаты периода Дальнего Востока проводятся. У нас вот март-апрель очень насыщен спортивными соревнованиями. Вы знаете, что нынче летом в июле пройдут 8 спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. У нас сейчас для всех команд, участников, да, очень ответственная пора в плане того, что сейчас проводятся отборочные чемпионаты Республики Саха-Якутия, именно отбор на право выступить в финале в июле месяце в Барагонце, да, на 8 спортивных играх. Впереди участие наших спортсменов на 7-х летних международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке, подготовка к которым также идет активно. Заявки от стран-участниц пока находятся на стадии согласования. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск.
Работодатели получат субсидии за трудоустройство молодежи. Компании и организации, которые в текущем году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. Субсидия будет равна 3 минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй через 3 месяца, а третий через полгода, говорится в сообщении. К другим темам. Подвариант коронавируса дельта-крон соединяет в себе свойства омикрона и дельты, благодаря чему он получает возможность лучше проникать в клетки человека. Об этом сообщают российские и французские ученые. Подвариант дельта-крон был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в лаборатории биотехнологий и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Впоследствии ученые из Франции проанализировали его структуру. В итоге они пришли к выводу, что мутацию штамма омикрон дельта-крон используют, чтобы лучше связываться с мембраной клетки хозяина. В центре «Вектор» тем временем заявили, что новая волна заболеваемости коронавирусом, вызванная под вариантами стелс-омикрон и дельта-крон, может начаться в России через 2 недели. Якутия должна стать регионом, задающим новые предиктивные стандарты здоровья и сбережения. В столице республики сегодня стартовала конференция «Персонализированная и социальная профилактика. Путь к интеграции», которая проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию образования Республиканской клинической больницы номер 3. На ней рассмотрели вопросы сохранения здоровья граждан, которые достигаются путем персонализированного подхода. На мероприятии побывала Кристина Якупова. Персонализированная медицина – это новая организационная модель построения медицинской помощи пациентам, которая основывается на подборе индивидуальных лечебных и диагностических средств, оптимально подходящих по биохимическим, физиологическим и генетическим особенностям организма. При персонализированной медицине большое внимание уделяется профилактике, выявлению нарушений здоровья человека задолго до того, как появились симптомы болезни. Глава Якутии Сан Николаев, приветствуя участников конференции, назвал проведение мероприятия практической реализация работы Совета по благополучию и устойчивому развитию республики. Друзья, я считаю, что вот сегодняшняя конференция, в которой принимают участие ведущие эксперты, безусловно, очень важна в рамках выстраивания новых моделей укрепления общественного здоровья в Якутии. Программа конференции, она у нас нацелена на обсуждение самых различных современных направлений медицины и здравоохранения, прежде всего, безусловно, связано с внедрением персонализированных подходов и новых подходов профилактики. Конечно же, очень важно, что эта программа выстроена с учетом особенностей нашей республики и имеет ярко выраженный прикладной характер. Персонализированная медицина – это не только лечение или профилактика заболеваний у каждого пациента в отдельности. Речь также идет о переосмыслении системы охраны здоровья в будущем. Применение персонализированных подходов повышает эффективность устойчивой системы здравоохранения. Поделиться своим опытом в столицу республики прибыли и ведущие эксперты страны. Мой доклад был посвящен достаточно такой комплексной теме. То есть в рамках одного выступления нужно было осветить многие стороны данной проблемы. Это и медицинскую часть, то есть как организаторам здравоохранения, как врачам начать переход к персонализированной превентивной медицине. И это межведомственное взаимодействие, да, то есть как сделать так, чтобы в этом вопросе участвовали не только медики, но и немедицинские различные, так сказать, сектора, образование, культура, спорт, молодежная политика, то есть все, чтобы внесли свой вклад в тему здоровья. В данное время на базе Республиканской клинической больницы номер 3 создан Центр предиктивной медицины и биоинформатики. Именно там якутянам помогают сохранить здоровье, улучшить самочувствие и предотвратить развитие заболеваний на ранних стадиях. У нас имеется несколько направлений. Да. Первое направление – это фармакогенетическое направление, где мы проводим молекулярное генетическое исследование на чувствительность к препаратам и исследуем фармакогенетические особенности. Второе направление – это молекулярно-генетическое исследование на предрасположенность к социально значимым заболеваниям. У нас создаются программы, системы поддержки врачебных решений.
Для проведения анализов и тестирования у центра имеется своя лаборатория. Мы, значит, проводим исследования на определенные полиморфизмы генов. Это мы определяем по назначению наших фармакологов, на какие исследования не отправляют наших пациентов. Ключ к созданию экосистемы персонализированной медицины в сотрудничестве всех участников отрасли. Это грандиозная и амбициозная цель, и именно это должно произойти, чтобы вывести медицинскую помощь на качественно новый уровень. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Условия для медработников и пациентов изменились радикально. Осенью в поселке Угаян Белецкого наследия по программе «100 ФАПов в Якутии» был построен фельдшерско-акушерский пункт. О том, какой была зима и как шел лечебный процесс, фельдшер и медсестра рассказали Татьяне Вахниной. Минувшая зима для нас выдалась теплой, говорят медработники отдаленного поселка Угаян. Осенью 2021-го фельдшерско-акушерский пункт отметил новоселье. Из старого бревенчатого дома ФАП переехал в современное модульное здание. Ой, зима была очень теплая, у нас работа хорошая была. Вообще тепло. Ой, я нарадуюсь. Светло, тепло, все оборудование, которое нам нужно, все завезено. Мебель завезена. Зимние месяцы для медработников стали относительно спокойными. Острых случаев, требующих экстренного реагирования, не было. Плановая неотложная помощь пациентам оказывалась в полном объеме. Чаще всего у них встречается гипертония, болеет особенно давление, сахарный диабет. Что-то в этом году тоже много стало. На учет 2 взяли уже. От Алдана Угаян отделяют 60 километров. По зимнику путь займет более 2 часов. В теплое время года в поселок можно добраться только водным транспортом. Однако фельдшер и медсестра поддерживают постоянную связь с коллегами Центральной районной больницы. Кроме того, выездные бригады ежегодно проводят в Угаяне медосмотры. Ежегодно приезжает Нижнекурнавская больница, бригада врачей, дерматологи с Алдана, психиатр приезжал. Проводится диспансеризация ежегодно. Проходили в этом году тоже. Стабильной в Угаяне оставалась и эпидемиологическая ситуация по распространению COVID-19. Процент охвата населения вакцинацией и ревакцинацией остается высоким. Почти что у нас 80% взрослого населения вакцинировано против ковида. Остались только те, которые постоянно проживают в тайге, к сожалению, вот они как-то остаются, потому что они редко выезжают с тайги. В марте медработникам Угаяна предстоит успеть многое. Скоро закроется зимняя дорога, и выехать в соседние населенные пункты можно будет только в мае. Перед распутицей люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины будут направлены в стационары Алдана и Нижнего Куранаха. Также предстоит пополнить запасы медикаментов и расходных материалов. Запасами заполняюсь, потому что сейчас у нас вот уже с апреля уже дорогу закроют до мая, конца мая. Фельдшер и медсестра работают в ФАПе Угаяна много лет, контакт с жителями налажен. Неоценимым подспорьем в работе Софья Мачаева и Дарья Никитина считают сознательность и доверие пациентов. Татьяна Вахнина, поселок Угаян, Алданский район. Сегодня общественность республики отмечает 110-летие со дня рождения первого доктора исторических наук из народа Саха Георгия Башарина. В эти дни проходят много мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. В Северо-Восточном федеральном университете состоялась Всероссийская научная конференция с участием международных экспертов. А также в сквере профессоров университета состоялось возложение цветов, где приняли участие студенты и научные сотрудники учебного заведения. Во всех школах Республики Саха-Якутия проводились башаринские чтения во всех классах, а также в Северо-Восточном федеральном университете, во всех высших учебных заведениях и колледжах республики. Телебашня в Якутске включила желтую подсветку в поддержку акции «Солнечные дети». Сегодня, 21 марта, ежегодно отмечается Международный день людей с синдромом Дауна. Благотворительный фонд «Харисхал» в Якутске ежегодно проводит акцию, которая призвана поддержать семьи, воспитывающие детей с солнечным диагнозом. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.